Бүгүнкү биздин каарманыбыз литвалык кыргыз жигит Данас Азикеев. Ал 33 жашта. Литванын борбору Вильнюс шаарында жашайт. Литвада Данас бизнес жана автоспорт менен алектенет. Ал тургай өлкөнүн саясий жашоосуна аралашып жүргөн жайы бар. Литванын азыркы президентинин шайлоо өнөктүгүндө каржы тармагын башкарганга жардам бергендиги менен белгилүү. Данастын атасы Эрик Азикеев Ысык көл облусунун кулуну. Ал союздун мезгилинде Литвага жумуш менен бөлүштүрүлүп кетип, кийин ал жакта үйлөнүп кала берген. Литвада Эрик Азикеев 3 балалы болот. Анын тоң уулу биздин каарманыбыз Данас. Данас акыркы 6 жылда автоспорт менен кызуу алектенип, жарыштарга кыргыз желегинин алдында чыгып жүрөт. Автоспорт сүйүүчүлөрдүн арасында Данасты эң ылдам кыргыз деп аташат. Бүгүн кыйырда кыргыз жигити биздин редакцияда конокто. Ал кыргыз тилинде оюн толук түшүндүрө албагандыктан маекти орус тилинде алууга туура келди. Французский язык знаете, да? Да, я 12 лет в школе, мой главный язык был французский. Так je parle en français, parce que j'ai étudié 2 ans. Это очень странно, что киргизская внешность говорит по-французски, литовский, английский. Но по-киргизски вот знаю мен киргизша билбейм. Ну все дальше со мной на киргизском. Да, сөздерді білесіз кыргызча. Ну вот. We can speak in English? Не, эти слова, да, там салам Какие алейкум. слова знаете еще? Я могу даже считать. Береки, нет. Как один? Отец вас учил, да? Он учил меня в детстве, но практики не было. Там в Литве немного кто на киргизском разговаривает. Так она и закончилась. Тот язык так и... Да. Вы там родились? Да, мой отец, история такая. В 1985 году отец приехал в Литву авиамехаником в Вильнюсский аэропорт. Встретил мою маму. Тогда родился я, моя сестра и мой брат. Да. И, значит, я уже родился в Литве. А вас зовут Данас, а сестру и брата как зовут? Меня зовут Данас, но Данас. да, но отец меня называет киргизское мое имя Данияр. И все родственники, все друзья в Киргизии меня Данияром называют. А в Литве сестру Айна и Алан. Алан. Почему Алан? Ну, это уже у родителей. Может, Алан сделаем. А моего сына, у меня 2 сыновья. Да. Первого тоже назвали, жена предлагала литовские имена, например, это Шарунас, Жидрунас, Томас, а я киргизские, Нурлан. Ну, и мы не нашли компромисса и назвали также Данас. Да, вы вот последний раз когда были в Кыргызстане? Когда приехали? Последний раз 2 года назад. Хотели приехать этой зимой на лыжи еще вот в Каракол, тоже вот с друзьями. Но пандемия закрыла, то есть там границы. Так я стараюсь каждый год уже ездить сюда. Вот. Нравится? Очень. У нас. Даже не то, что нравится, меня тянет. Да. То есть вот я в Литве... Это кровь. Это кровь, да. Я в Литве нахожусь, и мне в Европу... Вы родом из Куледа? Да? Отец. Отец. Я в Литве родился. Эрик Азикеев. Да, Эрик Азикеев, да. Ему сейчас сколько 62-го. Года? Да. 50... 50 с чем-то, да? 8, 9. Ого. Он еще молодой. Еще разговаривает на кыргызском? Да, он спокойно, не забывает. Он часто созванивается с родственниками, встречается. Приезжает сюда. Да. Киргизы, там есть и дипломатический корпус у нас в Минске, 170 километров. Вы занимаетесь автогонками? Да, автоспорт это мой хобби. Я уже... Это как автоспорт, да, называется? Да, автоспорт и кольцевые гонки, потому что есть дрифт, ралли, там 4х4 и вот кольцевые гонки. Так я уже участвую в них 7 лет, а профессионально, наверное, уже 3 года, ну даже 4. Участвую в Литве, Латвии, Эстония, Польша. Вот у нас чемпионат проходит. А у вас, я слышала, что в вашей машине есть этот флаг, да? Да. Нарисовали? Наш флаг кыргызский, да? У меня были 2 гоночные машины. На обоих есть киргизская символика. На крыше написано Кыргызстан и киргизский флаг. И расцветка машины, раскраска, например, мотивы тюндюка. Вот у юрты тюндюк есть, так у меня. Потом, может, пришлю фото, вы сможете вставить. Я видела. Вы видели, да? Да, я видела. Так вот, я когда у дизайнера прошу машину, так я ему высылаю юрту, тюндюк, горы, Киргизстан, рассказываю, как я хочу, яркие цвета, желтое, красное, и вот тогда дизайн получается вот киргизско-литовскими мотивами. Меня называют в Литве самый быстрый киргиз Литвы. Вообще-то у нас нету вот кыргызских гонщиков, да? Профессиональных гонщиков. У вас трасс нету. Единственный кыргыз, который занимается профессиональной гонкой. Так вот я в этом году начал думать, а может я самый быстрый киргиз в мире? Да.
Так вот, ищу киргизов, кто хотел бы, выбирайте трассу, выбираем машины и можем посоревноваться. У вас дрифт популярен, и мы даже вышли на контакт, сейчас только забыл имя, киргизское, значит, он даже трассу возле Бишкека построил для дрифтеров. Так вот, в этот раз не успели, но в следующий раз мы обязательно приедем, встретимся. Интересно было посмотреть, как вот тут этот автоспорт растет. Я вижу автомобили, какие у вас. У нас какие автомобили? Ну, у вас много, например, я видел Ниссанов, конечно, BMW, эти вот. А у вас какие автомобили ценятся вот в Литве? Ну, у нас, то есть, они, может, не так ценятся, а насколько они эффективны в этом спорте. Так, в моем классе, где до 3 литров, у нас топ-5 – это BMW. Например, потом есть класс, где 3 литра и больше, там есть и Corvette, там есть и Audi, там есть, ну, разные типажи. В классах пониже до 2 литров Honda Civic сильный, BMW тоже есть. А наши любят Lexus. Ну, мы видим, что тут и Toyota, Lexus. Но сначала было так, вау. И очень большая... Шикарно, да, вообще? Да, у нас таких Лексусов, я не знаю, на всю Литву, ну, 15-20. Нету? У нас нету таких, да. Да? У нас топливо стоит... Да? Евро. Это хороший автомобиль? Не, конечно, хороший. Если мы про этот LX большой джип говорим, да, он хороший, он комфортный. Но для Литвы, не знаю, у нас нету такого менталитета, что машина должна быть очень-очень большая. У нас, я уже как литовец говорю. Так вот, у нас, например, популярные машины, так это, ну, все марки, ну, седаны, например. И маленькие джипики. А вы вот были в Аше, в Джалабаде, в Нарыне? Я думаю, что был там, где очень много людей из Бишкека не было. То есть мой отец жил в Алабуке, Джубиленте, а его родная сестра живет в Чаткале. Так я в Чаткале был раз, наверное, 8-10, и мы переезжаем в Тёшу, уезжаем на Рынскую долину, тогда еще перевал, тогда там... Вообще-то молодец, настоящий. Так вот, да. Аше я был давно, Аше я был, наверное, лет каких 10-15, потому что там родственники не живут. Какие наши блюда нравятся вам? Ну, мне ашлямфу всегда, это сразу. Приезжаю, вот, сразу ашлямфу, да. А в Литве нету, что ли, ашлямфу? И мы даже бываем стараемся привозить ингредиенты, но не выходит. Не выходит. В Литве даже есть киргизы, значит, под 70 человек, которые вот, значит, и ашлямфу делаем, не выходит в Литве такая ашлямфу. Ваша жена литовка, да? Да, Йолита. 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 Юрист, да? Да, адвокат она. Знаю. Ну вот. Вы много знаете. Да, следим за вами. Я еще не знаю, знаете ли, я уже жду, наверное, месяц остался, и я буду киргизский, как это сейчас скажу, почетный консул Киргизстана в Литве. Давайте. Так, нет, так я уже все прошел, уже 2 года. У меня было собеседование, видео с вице-министром иностранных дел Киргизстана. Молодец. Да, я еще слышала, что вы с президентом Литвы еще дружите. Ну, пьете кофе, чай с ним. Так, правда? Пил, когда он был кандидат, да. Я был в компании его, когда он кандидатировал. Вот почти год я и моя жена помогали в вопросах, жена в юридических, я там организационных. Да, и мы с ним ездили по всей Литве, встречались на встрече, и да, я был в команде. Даже есть такая фотография в день, когда он выиграл. Там так вышло, что он режет торт, и я рядом, и под главных страницах. Кыргыз, да? Да. Вот вас спрашивают, а кто такой кыргызы, вот где они живут, да, вас спрашивают, много спрашивают в Европе? Ну, меня уже окружают люди, которые знают. Я виден такой, так что... У тебя вот кыргызский кровь есть, да, вот какой у тебя характер, вот именно с киргизской стороны? Да. Я думаю, спокойствие. Вот, ну, киргизы, мне кажется, они такие более спокойные. Нет? Что? Нет? Да-да, это не то. Что у меня есть киргизское? Дух кыргызский. Да, может быть. да, правильно, дух такой.
Не останавливаешься. До конца, да. До конца идешь. Правильно. До конца, Да. Это наша любимая. Оптимизм. Все будет хорошо. Все, да. Решим. Реальный оптимизм. Реальный. Или... Не, реальный оптимизм, да. Если вот реализм, оптимизм, вот между ними и больше в оптимизм. Вот, что тебе нравится в кыргызах? Мне нравится, что вот у нас в Литве, в Европе все любят, значит, ну даже не любят, это уже стандарт, что вот 10 минут, значит 10 минут, 15 минут это 15. И ты живешь в достаточно таком закрытом времени пространстве. То есть ты встаешь, знаешь, как будет распределено твой день. А в Киргизии... Да, еду, сейчас уже готовлю плов, там вот барана режу только. Так вот, мне нравится, что киргизы, не спешат, они живут в данный момент, наслаждаются этим процессом. А в Литве, если ты пришел бы и там еще только барана резали, все, я ухожу, тут то так и, даже поругались бы, наверное, что ты меня там не уважаешь, сказал в 10, я в 10 пришел, а тут еще ничего не накрыто. А вот в киргизах мне нравится, что это все спокойно, сейчас. Решим, все будет хорошо. А твои дети вот по национальности в паспорте как написано у вас? У нас не пишут в паспорте вообще уже. Нет, как ты их представляешь? Кыргызы, да, тоже? Да, конечно, я говорю. Я их, знаете, как называю? Евразиатами. Как и себя. Евразиаты, значит. Но выглядят они более на маму похожи. Да. Не знаю почему. Я Я старался. Я старался. А вот сестра Айна, она родила тоже сына, а он вот как киргиз выглядит. Да? Да. Так что следующий год я планирую приехать уже с семьей. Потому что будет 4 и 3 уже годика, так они будут уже разбираться, как раз вот хочу поехать. Они знают вот хоть одно слово по-киргизски, знаешь? Салам, да. Салам. Да. Вот знаешь, у нас кыргызское издание вообще-то, но для тебя мы сделали уступку. Ну, на спасибо. русском идет передача. Скажи что-нибудь нашим читателям и слушателям. Скажи что-нибудь на кыргызском или вообще не знаешь? Не, я на киргизском вообще, к сожалению. А может, куттуктайм? Куттуктайм 30 жылдыңар менен. Это повторять? Куттуктайм Кутуктайм. 30 жылдыңар менен. 30 жылдымыр Менен. менен. Мен силерди сүйөм. Еще раз. Мен силерди Мен силерди сүйөм. сүйем. Я вас люблю. Да? Да. Мы тоже тебя любим. Приезжай. Спасибо. Будете в Литве, знаете, что там есть киргиз, обращайтесь, Да. поможем, встретим, чем надо. Да, если ты станешь вот, Почетным консулом. почетным консулом, это будет очень хорошо. У нас там нет уже, да, связи? Да. Это Так будет- даже без того, что я почетный консул, даже если я не буду, обращайтесь. У меня есть не только желание, но даже как-то обязанность. Я себя внутри чувствую, что вот помогать киргизам, которые, если какими-то проблемами встречаются, да. Если все хорошо, тоже напишите, все хорошо. А если проблемы, обращайтесь. На нас-то очень отзывчивый, хороший кыргыз. Самый быстрый кыргыз в мире. Да, Рахмат.